Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами познакомимся с новой темой «Лето в Кыргызстане». Наша цель – расширение знаний детей о летнем времени года, развивать логическое мышление, расширение словарного запаса учащихся, укрепить в детях чувство любви и бережного отношения к природе. Ребята, перед началом урока всем желаю отличное настроение. Зверя по следам его вам узнавать умею я. И жирафа, и корову, и жука, и воробья. Чьи-то следы петляют около лесных дорог. Это по лесу гуляют нособраз и короб. Нет, а не то. Постойте, что-то не другой зверь ходил. Это след от кракомота. Или это бегедил? Нет, конечно, да, конечно. Будь уверен, не гадай. По поляне ходит снежной, попуган и пелигай. Лето – одна из 4 времен года между весной и осенью, характеризующаяся наиболее высокой температурой окружающей среды. В день летнего солнцестояния дни самые длинные, а ночи самые короткие. Ребята, давайте прочитаем новые слова. Альпийские бик-тулу, лук чабынды шалба, стремительные шаракан, путешественник саякатчы. Прочитаем правила в странице 179. Покрывать чем? Лесами, снегами, ледниками. Показать что? Лес, снег, ледник. Обратите внимание на окончание. Теперь выполняем первое упражнение. Посмотрите, от каких слов образовались слова. Путешественник образовался от слова путешествовать, а остальные сами постарайтесь. В следующем упражнении мы должны соединить слова правильно. Ребята, посмотрите третье упражнение. Как написать правильно? Кыргызстан – сказочная страна. Она привлекает к себе много путешественников. Страна радушно встречает своих гостей и делится своей красотой, особенно летом. В горах Тянь-Шаня есть крупнейшие на планете ледники. Страну пересекают стремительные реки. Горы покрыты альпийскими лугами и богатыми лесами. В Кыргызстане много древних памятников. Приезжайте в Кыргызстан. Ребята, теперь отвечайте на эти вопросы. Домашнее задание составит класс Лето. До свидания.